ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Почти год с уст горожан не сходит история про печально известный дом 13А на Севастопольской. 17 декабря прошлого года тут случился взрыв. В октябре этого года всем объявили – ремонт закончен. Заезжай и живи. Только в подъезде номер 2 так и нет жильцов. Почему? Вот только одна история, отвечающая на вопрос. Знакомьтесь, это Софья Скуренецкая. В момент взрыва она была на 9-м месяце беременности. Но ее семье, можно сказать, повезло. Они не пострадали, как и их квартира. Она находилась едва ли не в эпицентре пожара, но осталась целой, пока не пришли строители. В отремонтированной перед появлением первенца квартире они устроили подсобку. Доверенность писали на администрацию города, что она отвечает за имущество, за все. И после того, как доступ был в квартиру разрешен, здесь уже из квартиры забирать было нечего, потому что все, что здесь осталось, повредили рабочие. Они здесь и спали на вещах, и там и ели, и хранили здесь свои стройматериалы, и все, повредили мне пол и всю мебель. Увидев, как на ее диване лежит грязная роба, женщина едва ли не пришла в ярость. Испорчена была и сантехника. Ей пользовались строители. Да, по прямому назначению. Воды в санузле тогда не было. Несложно догадаться, что стало, к примеру, с унитазом. Софья решила – подаю в суд. Ее остановил начальник управления капстроительства. Сергей Зубченко пообещал – здесь будет город-сад. И даже заключил с гражданкой Скуренецкой досудебное соглашение. По нему Софье должны были поменять полы, обои, унитаз, столешницу встроенной кухни, купить диван. Вот он же обещает, что все в силе. Нам на камеру. Запись от 13 октября. То есть все вопросы гражданкой с собой заключенный Да, у нас все вопросы решены. Постараемся завтра установить, но если не получится, у нас прописаны сроки. Да, на 28 числа у нас... Часть обязательств выполнили, но столешницу пришлось заказывать самим, а дивана так и нет. Недавно стало известно, начальник управления капстроительства Сергей Зубченко продолжать работу в Ухте не будет. Написал заявление об увольнении и, махнув на прощание с Скуренецкой досудебным соглашением, исчез в неизвестном направлении. Искать правды наша героиня решила в администрации города. Я ходила 6 числа на прием к Османову. Магомеду Нурмагомедовичу объяснила ему всю сложившуюся ситуацию. Он сказал, что этот вопрос он решит в ближайшее время. Я знаю, что вчера было собрание, где он встречался с Темниковым, с директором первого РСТ. И я думаю, что как-то этот вопрос решится, мне хоть какой-то дадут вразумительный ответ. Темников сказал, что денег нет, и делайте, что хотите. Денег нет, но вы держитесь. И что маленький ребенок, и что спать не на чем. Хочется переехать домой, и скоро Новый год. Ваши проблемы. Они, кстати, не только в квартире Софьи. В коридорах по-прежнему гирлянды из электропроводов и сгнившие доски на полу. Кто-то, правда, махнув на это рукой, все же домой вернулся. И даже говорят, у нас все нормально. Их соседка с 5-го этажа Софья отвечает, были те, кто просто не подписал разрешение на доступ в квартиру. Там строители похозяйничать не успели. У других же ремонт после ремонта. Да уж. Заезжай и живи.